Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе. На 94-м году ушел из жизни народный писатель Абхазии, кавалер ордена Ахицапша первой степени Алексей Гогуа. Нашим корреспондентам Анне Лагула и Джамбулу Чхапеля в Москве удалось побеседовать с коллегами из Италии и Бразилии. Руководство страны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии, с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Абхазская литература понесла тяжелую утрату. На 94-м году ушел из жизни народный писатель Абхазии Алексей Гогуа. Общественный деятель, член Союза писателей СССР, Союзов писателей Абхазии и России, почетный академик Международной Адыгской академии наук, почетный доктор Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалер ордена Ахицапша первой степени Алексея Гогуа, как выдающегося писателя, общественного деятеля, известно далеко за пределами Абхазии. Он был первым председателем Айтглара. С 1988 по 1991 годы Гогуа был народным депутатом Верховного Совета СССР. Алексей Гогуа – автор целого ряда известных рассказов, повестей, драм, романов. Его произведения переведены на русский и многие языки народов бывшего Советского Союза, европейские языки и японский. Алексей Гогуа также известен как замечательный публицист. Его многочисленные очерки, статьи, эссе посвящены актуальным проблемам родного языка, истории, культуре абхазского народа, вопросам политики, государственного строительства, разным аспектам литературы. Гогуа издал более 30 книг, в том числе пятитомник избранных произведений. Президент Бадра Гунба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти народного писателя Абхазии, кавалера ордена Ахицапша первой степени Алексея Гогуа. Бадра Гунба подчеркнул, что Алексей Ночевич был не просто классиком абхазской литературы, а человеком, чье творчество стало мостом между абхазскими традициями и мировой культурой. Его произведения, переведенные на десятки языков, открыли миру душу абхазского народа. Каждая его строка – это нерукотворный памятник, который будет жить вечно, говорится в соболезновании. Сегодня вся страна лишилась человека эпохи, но его наследие, книги, идеалы, преданность Родине останутся с нами. Они будут вдохновлять новых писателей, политиков, всех, кому дорога Абхазия, подчеркнул президент. Распоряжением президента Бадры Гунба создана Государственная комиссия по организации похорон Алексея Гогуа. Комиссию возглавляет премьер-министр Владимир Делба. Похороны Алексея Ночевича состоятся в субботу, 10 мая. С 11 часов в Абхазском драматическом театре будет проходить гражданская панихида. Траурный митинг начнется в 14 часов. 8 мая исполнилось 84 года со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Абхазии, историка, археолога, депутата Верховного Совета Абхазии и вице-премьера правительства Абхазии Юрия Николаевича Воронова. Вице-президент Беслан Бигвава, руководитель администрации президента Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агарба, члены правительства, представители научной общественности, родные и близкие ученого и учащиеся средней школы номер 3, которая носит имя Юрия Воронова, возложили цветы к могиле ученого в сквере перед Государственным музеем Абхазии. Юрий Воронов родился в селе Сабал в семье потомственных русских дворян. В 1990-95 годах был депутатом Верховного Совета Республики. Во время Отечественной войны народ Абхазии вел информационную борьбу по защите интересов Абхазии, участвовал в переговорном процессе. Был убит 11 сентября 1995 года на пороге собственной квартиры в Сухуме. Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой приехал в Кремлевский дворец на официальный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина для глав иностранных делегаций, прибывших для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. 10 мая запланирована двусторонняя встреча президентов Абхазии и России Бадры Гунба и Владимира Путина. Главы государств обсудят широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления также направлено в адрес президента Абхазии Бадры Гунба.
Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или придать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками, отметил Путин. Торжественный прием по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Абхазии. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, руководитель администрации президента Беслан Эшба, премьер-министр Владимир Дылба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности. Выступая на мероприятии, Беслан Бигвава подчеркнул историческую роль народов СССР в разгроме фашизма. Он призвал сохранять память о подвиге предков. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин в своей речи отметил объединяющую роль праздника. Шургалин поздравил всех с наступающим праздником и пожелал ветеранам крепкого здоровья. Сегодня мы празднуем 80-летие Великой Победы над фашизмом. Ведь ценой невероятных усилий и бесчисленного количества жертв народы Советского Союза победили в этой войне. Миллионы советских солдат и офицеров сложили свои головы на полях сражений. Миллионы мирных граждан были расстреляны и уничтожены в фашистских концлагерях. И практически каждой семьи коснулась эта ужасная война. На моем примере у меня погиб дед в боях здесь, в Абхазии, с немецкими диверсантами. Его родной брат Василь погиб за освобождение города Харьков. И мы должны чтить и помнить подвиги наших дедушек, бабушек, отцов, матерей. И этот подвиг – это не просто история. Это пример того, как нужно любить, защищать и ценить свою родину. И особенно в этот день я хочу обратиться ко всем народам мира, пожелать им, чтобы никогда не звучали выстрелы, чистого неба, ясного солнца, чтобы могли воспитывать своих детей, создавать будущее. С праздником вас! С Днем Победы! Мы особо отмечаем, что этот праздник связывает народы России и Абхазии. Мы особо признательны народу Абхазии и руководству Абхазии за то, что он отмечается широко по всей территории республики. Многие из вас присутствовали на различных мероприятиях. Мы все знаем, что основные торжества пройдут завтра у могилы неизвестного солдата. Мы подчеркиваем, что та духовная близость, которая была характерна для народа Советского Союза, она и сейчас ощущается. В том числе мы чтим память погибших и желаем всяческих побед и успехов абхазским добровольцам, которые сейчас плечом к плечу с россиянами сражаются на фронтах специальной военной операции и которые совсем недавно внесли свой неоценимый вклад в освобождение Курской области. Мы желаем всем доброго здоровья и особенно нашим ветеранам. Мы знаем, что их немного, но 15 человек осталось живущих ныне в Абхазии. Главы Министерства обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа подписали межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике. Мы признательны вам за личное участие в военном параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Знаем, как высоко чтут подвиг абхазского народа, который внес большой вклад в разгром нацистской Германии. Республика Абхазия, безусловно, наш надежный союзник, партнер в Закавказье. В рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны. Важным элементом обеспечения региональной безопасности, безусловно, является 7-я российская военная база. Уделяем особое внимание повышению боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей. На территории базы завершаем строительство школы. Для урегулирования вопросов ее функционирования подготовлен проект межправсоглашения. Предлагаю его сегодня подписать. Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил, подготовке военных
кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих. Намерены, безусловно, и дальше активно развивать двустороннее взаимодействие. Министерство обороны Абхазии высоко ценит ваш личный вклад Министерства обороны Генерального штаба Вооруженных сил России в укрепление обороноспособности Республики Абхазия. Повышение способности наших вооруженных сил к совместным действиям с 7-й Объединенной Российской военной базой по обеспечению военной безопасности Абхазии и России Закавказья. Между тем, здание манежа в Москве, отведенное под Международный пресс-центр для освещения мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, кипит работой. СМИ из разных стран собирают материалы и готовят репортажи. Что знают об Абхазии иностранные журналисты? Корреспондентам абхазского телевидения Анне Лагула и Джамбулу Чхапеле удалось побеседовать с коллегами из Италии и Бразилии. Мы продолжаем вещать из здания манежа. Сегодня абхазскому телевидению выпала возможность пообщаться с представителями СМИ из разных стран. Итальянец Винченцо Лруссо предложение об интервью принял благодушно. Хоть, по его словам, по-итальянски он говорит лучше, чем на русском и английском языках. Меня зовут Винченцо Лруссо, я итальянский журналист, я работаю International Reporter. У меня есть тоже телеграм-канал «Донбасс Италия». И все. Можете ответить на английском, если так проще. Это все, что я знаю на русском. Презентация не проблема. Не проблема. На мой вопрос о том, слышал ли он об Абхазии, Винченцо ответил, что да, слышал, и с удовольствием посетил бы страну души. О, я очень хочу побывать в Абхазии. Вы никогда там не были? Никогда, но очень хочу. Тогда мы ждем вас. Окей, thank you very much. Спасибо большое. В условиях, где в одном здании сталкиваются разные культуры, следует отметить, что итальянцы и абхазы словно одно целое, но говорящие на разных языках. Каждый день мы боремся с ограничениями, чтобы нести правду. Вы тоже боретесь? О, да. Ежедневно. Вы так выдохнули, боретесь каждый день. Винченцо – журналист с большим опытом. Подобное масштабное событие он посещает уже второй раз. Да, я был в Луганске 2 года назад, на День Победы. Однако это мой первый раз в Москве. Я очень взволнован. Журналистика в наше время. Наблюдает ли Винченцо проколы и шероховатости в этой сфере? И насколько отличаются СМИ разных стран друг от друга? Хороший вопрос. Допустим, итальянские журналисты следующих газет могут без проблем работать в России. Но российские журналисты не могут сделать того же в Италии. Винченцо также затронул и те сложности, которые возникают в работе итальянских СМИ. Очень тяжело нести правду в Италии, но очень важно. В связи со сложившейся обстановкой в мире Винченцо придерживается твердой позиции говорить и показывать только правду. Ведь, по его мнению, в этом и заключается роль настоящего журналиста. Этот день очень важен. И очень важно его праздновать. Думаю, вы знаете о недавнем скандале в Италии. Сравнение нашего президента действий России в конфликте на Украине с Третьим Рейхом является возмутительным. И я, как итальянский корреспондент, знающий историю, выступаю против этого высказывания. Следующего спикера не встретить на экранах телевизоров. Рудольф Люсена, представитель бразильского СМИ. Он и его супруга в далеком 2017 году создали собственный веб-сайт, куда они могут транслировать свежие новости. У супружеской пары также есть и YouTube-канал. Название нашего канала «Тутамея». О, у вас есть свой бренд? Да. Это ваш личный сайт? Да. Начинать всегда трудно и всегда волнительно, но со временем нам стало проще. Рудольф и Элеонора Люсена активно развивают свой сайт и планируют освещать предстоящий парад Победы на своей площадке для зрителей, у которых нет возможности посмотреть эфир по ТВ. Мы с женой журналисты вот уже 50 лет. После выхода на пенсию мы решили, как сказать, мы создали телекомпанию. Рудольф всю свою сознательную жизнь связал с журналистикой, и он был рад поделиться, какие же, по его мнению, есть недочеты в этой стези. Очень много проблем. Назовите самую важную, основную проблему. Например, я считаю, что журналистика была разграблена неолиберализмом, но у журналистики все же есть будущее. Люди очень стараются, они освобождаются от оков. Рудольф раньше не знал о существовании Абхазии, а получив от нас приглашение, с удовольствием его принял. Абхазия? Да, Абхазия, Апсны.
Переводится как «душа». О, душа? Да, именно так. Окей. Абсва. Элехапшура. Да, отлично. Vamos que vamos. А что это значит? Let's go. Вперед. Let's go. 1, 2, 3. Vamos que vamos. Okay, thank you very much. Сидорин Валентин представляет Санкт-Петербург. Мы почти соседи. Так он отзывается об Абхазии. Я скажу о том, что это удивительная республика, удивительная страна, совершенно потрясающий народ, который любит свою родину и любит тех, кто с уважением относится к этой земле. Не уважать ее невозможно, потому что это такая глубокая история. Новоафонский монастырь, например, это, безусловно, выход к Черному морю. Книга в его руках «Полк педиатров» привлекла наше внимание. Валентин рассказал, что во времена Великой Отечественной войны Санкт-Петербургский педиатрический университет занимал особое место в истории медицины. Ведь это первый и единственный в мире вуз, где готовят детских врачей. Там спасали ленинградских детей, детей, которых эвакуировали по дороге жизни, помогали бойцам Ленинградского, Волховского фронтов. Очень важно продвинуть информацию о деятельности наших медиков, о том, на какой их большой вклад в спасении жизни людей, детей, ленинградцев. Когда фашистская Германия напала на СССР без объявления войны, в педиатрическом вузе сдавали экзамены. С этого момента привычный ритм вуза перевернулся с ног на голову. У сотрудников появились новые обязанности. В первый же месяц войны на фронт отправились 129 врачей и 150 медсестер. Это очень правильно. Мы должны показывать объективную информацию, мы должны объяснять, с чем сейчас Россия борется, что она хочет достичь и какой победы мы все ждем. Валентин отметил и роль Абхазии в тяжелый военный период. И так как вы из Абхазии, я могу сказать о том, что, конечно, тогда была у нас единая большая советская страна, и бойцы, которые сражались на Ленинградском, на Волховских фронтах, безусловно, были призваны в том числе из таких прекрасных городов, как в Абхазии Сухум, Быть частью этой большой команды, находиться внутри международного пресс-центра, сердца всех событий, знакомиться с новыми и интересными людьми – это неоценимый опыт. А сейчас время взбодриться. Анна Лагвилава, Джамбул Чхапелия для абхазского телевидения из Москвы. Вице-президент Беслан Бигвава поздравил ветерана Елену Вадзинскую с 80-летием победы в Великой Отечественной войне и вручил ей памятные подарки и единовременную выплату. А ветерана Нуну Дорофееву поздравил руководитель администрации президента Беслан Эшба. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут поздравил ветерана войны Илью Христианова. Подробности в следующих материалах. В преддверии праздника Победы вице-президент Беслан Бигвава поздравил ветерана Елену Вадзинскую с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Ветерану вручили памятные подарки, цветы и единовременную материальную помощь. Елена Тимофеевна, мы вас еще раз поздравляем с этой великой датой. Желаем вам долгих лет, счастья вам, вашим детям. Ценим ваши заслуги. Слава Богу. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Такие люди, как вы, это наша гордость. С кого более молодое поколение берет пример. Тех, кто лежал, уже, кто жил на войне, кто пришел, надо было ухаживать. Что делать? Знаем. 17 лет все было хорошо. Все было хорошо. Вице-президент также передал от президента Бадры Гумба поздравления и пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сейчас Елене Вадзинской 97 лет. Когда началась война, ей было 17. Она добровольно пошла работать в госпиталь в Схалтуба, куда привозили раненых бойцов. Также в этот день слова поздравления звучат и для ветерана Ноны Дорофеевой. Руководитель администрации президента Беслан Эшба, поздравляя Нону Ивановну, вручил ей цветы, подарки и денежное вознаграждение. Честно говоря, мы очень рады, что вы в добром здравии. Держитесь, пожалуйста. Мы очень гордимся, что вы у нас есть. И дай Бог вам еще долгие-долгие годы радовать нас, всех своих родных, близких. Аминь. Как радостно. Такие люди приходят. Да еще меня поздравляют. Конечно. Господи. Президент сам хотел прийти, но вы знаете, что он приглашен на парад Победы в Москве. Будет, значит, и поэтому вот нам дал поручение приехать к вам и поздравить вас с такой знаменательной датой. Дай Бог, чтобы во всей стране, во всей земле
был мир. В прошлом году Нурлан Дорофеева отметила столетний юбилей. Она была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. С тех пор живет в Абхазии. Несмотря на более чем солидный возраст, она весьма бодра и энергична. Пойдемте, друзья, завтра в поход. Идем предрассветный туман, поем веселей, пусть там подпоет боевой капитан. За спиной у Нурлан Дорофеевой 100 лет. Она счастливая мама, бабушка. Все жизненные трудности и невзгоды встречала стойко и преодолевала их. Она и сейчас полна энергии и оптимизма. Призналась, что будет смотреть парад Победы в Москве по телевизору и спела нашей съемочной свою любимую песню. Если бы парни всей земли хором бы песню одну довели, вот это было здорово. Вот это был бы гром. Давайте, парни, вместе запоем. Но Дорофеева награждена медалью за взятие Берлина и множеством других медалей. В августе текущего года ей исполнится 101 год. Алька Трапш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В преддверии праздника 9 мая вице-премьер правительства, министр внутренних дел Роберт Кют поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне ветерана Илью Христианова. Вы сделали в свое время все, что от вас зависело. Вы совершили героизм, вы победили войну, вы победили фашизм. И вам огромное спасибо. Наверное, мы уже, скажем так, молодое поколение и все те, которые будут расти, вечно будут всегда вас помнить, и вам всегда будет огромная благодарность. Ну, желаем вам крепкого здоровья в первую очередь. И все, чтобы вокруг вас всегда имело возможность вас радовать. Чтобы вы всегда думали о том, чтобы та победа, которую вы принесли, она была важной, нужной, и никогда в этом не усомнились. Спасибо вам огромное. Хочу передать поздравительную речь от президента Республики Абхазия. Это вам. И здесь такой небольшой презент также от президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гумба. И его самые, такие скажем, теплые пожелания вам тоже просил словесно передать. Будьте здоровы. Ветеран Илья Фомич Христианов поблагодарил за поздравления. Он отметил, что чувствует себя хорошо, бодро. Несмотря на солидный возраст, продолжает заниматься хозяйством, возделывает огород. В огороде работаете? Обязательно. Это хорошо. Ну, это очень хорошо. Вы знаете. Иногда ругаюсь с детьми. Ну, а как без этого? Без этого не бывает. Нет. Вот всегда настроение должно быть бодрое, боевое всегда. Так что... Чтобы зло не держать над детьми, а ругаться можно. И чтобы у вас никогда не было никакого плохого по вашему пути, чтобы в вашем пути была всегда чистое небо над вами и дорога тоже чистая, чтобы была вам. Свое почтение и благодарность ветерану в этот день выражали различные ведомства и организации. А когда ветеран вышел к калитке провожать гостей, его ждал настоящий сюрприз. Учащиеся 12-й Сухумской средней школы выстроились в очередь, чтобы сказать свое искреннее спасибо за то, что Илья Фомич, не думая о рисках жизнью и здоровьем, защищал и отвоевывал нашу Родину. На высокий берег, на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ветерана Елену Вадзинскую поздравил с 80-летием Победы спикер парламента Лаша Ашуба. Он выразил ей благодарность за неоценимый вклад в великую победу и пожелал ей долгих лет жизни. Лаша Ашуба вручил ветерану букет цветов и памятные подарки. Ветеранов Гагарского района Марию Косолапову и Айкарама Манукяна, Марию Ломакину, Алексея Яглу, Евдокию Котлярову, а также приравненного к ветеранам Гиви Кардава поздравили премьер-министр Абхазии Владимир Делба, члены правительства и администрация района. Подробности в материале нашего гагарского корреспондента.
Марии Косолаповой было всего 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Она так же, как и ее ровесники, принимала участие во всевозможных тыловых работах, помогая взрослым рыть окопы. Участвовала в полевых работах, помогала сеять пшеницу и рожь. Она также вязала для солдат рукавицы и перчатки из козьей шерсти. С праздником хочется вас поздравить и в вашем лице всех ветеранов. На самом деле день наполненный гордостью и благодарностью, и самое главное памятью. Верьте или не верьте, я тронута от и до. Люди, которые нас вдохновляют на дальнейшие подвиги и поступки. Спасибо вам большое. Далее премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян и заместитель главы администрации Гагарского района Карен Кюлян поздравили с праздником Айкарама Майнукяна. Он родился в 1922 году в Армении. В 1942 году ему было 20 лет. Его призвали в армию. Спустя месяц его отправили служить в Абхазию. Хорошо выглядите, молодцы. Больше 100 лет прожили. Дай Бог вам здоровья крепкого. Дай Бог вам здоровья. Земной вам поклон. Да. Безгранично благодарен вам за ваш подвиг. Да, за ваше мужество проявленное. Дай Бог, для нас это пример для подражания, для молодежи. И даем вам слово, что из поколения в поколение будем передавать ваш подвиг великий. Хочу поручение президента. Вручаю вам адресное поздравление и юбилейную выплату. Как вы наш член, позвольте поздравить вас с администрации Гагарского района. Вице-премьер Абхазии Джан Цухнанба поздравил ветерана ВОВ Марию Ломакину из села Лза. Всю войну Мария с сестрой строили дороги для военной техники. Еще совсем молодым и хрупким девушкам, наряду с сотнями других людей, приходилось вручную дробить камни, перетаскивать и выкладывать их на проезжей части. Разрешите и нам вас поздравить с праздничком. Спасибо. Выразить от имени президента слова искренней благодарности и поздравления с великим праздником Победы. Спасибо. Мы очень рады, что вы у нас есть. Вице-премьер Тараш Хагба поздравил ветерана ВОВ Алексея Ягупа. Он был призван на службу в Красную армию, когда ему было всего 17 лет. Ветеран признается, ему повезло. Во время войны обошлось без личных трагедий. Никто из близких ему людей не погиб в боях, а День Победы для него стал одним из самых радостных событий в жизни. Важная история в нашей жизни, но тот подвиг, который вы совершили, никто никогда не забудет. От нас, от всех, от молодежи, подрастающего поколения, огромное вам спасибо за все, что вы сделали. Будьте здоровы. Спасибо. Рад вас видеть. Министр экономики Теймураз Мигвабия поздравил ветерана войны Евдокию Котлярову. Она уже более 80 лет живет в Гагре. Евдокия Даниловна в годы войны помогала Красной армии передавать сообщения партизанам из оккупированного фашистами села в Воронежской области. Я хотел добавить, у меня прадед прошел Великую Отечественную войну, дошел до Варшавы. И по рассказам старших я знаю, насколько это было сложно, как люди себя не жалели и что они делали для того, чтобы наше поколение сегодня жило в мире. Спасибо вам большое. И вам тоже здравия, и благополучия, всего хорошего всем. Евдокия Ефимовна, от главы нашего района я вас тоже поздравляю сердечно. Спасибо. Мы с вами каждый год видимся. Дай Бог еще, чтобы долгие-долгие лета мы к вам приходили сюда. Пожалуйста. Министр просвещения Хана Гунба поздравила Гиви Кардава. Он родился в 1939 году, однако приравнен к участникам Великой Отечественной войны, так как получил ранение в рядах Красной армии во время службы. Взорвался танк, на котором они проводили боевые учения. У Гиви Владимировича была контузия, и в глазу остался осколок. С тех пор у него инвалидность, и он празднует День Великой Победы как свой заслуженный праздник. Ваш подвиг – это действительно большая история, большой пример для последующего поколения. Дай Бог вам здоровья. Министр финансов Саид Губаз и заместитель главы администрации Гагарского района Тимур Ампар от имени главы государства и от себя лично поздравили ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Пухову. Ее история – пример самоотверженности и мужества. Клавдия работала медицинской сестрой на фронте, спасала жизни раненых солдат, проявляла
проявляя героизм и стойкость в самых сложных условиях. Ее вклад в победу был огромен. Несмотря на опасности, она продолжала выполнять свой долг с честью и профессионализмом. От лица руководства нашей страны поздравительная открытка и небольшое здесь денежное тоже вознаграждение. Это вам. Еще раз от лица руководства, от себя лично разрешите вас поздравить с этим праздником. Праздник, который для многих поколений стал символом героизма, победы, мужества. Это ваша заслуга в первую очередь. Благодарю вас. Здоровья вам и мирного неба над головой. Мы должны помнить тот труд, который вы вложили в этот день. Дай Бог, чтобы еще очень-очень долго вы нас радовали. Здоровья вам. Мужество всех ветеранов, которые пережили войну, действительно неоценимо. Эти люди столкнулись с невероятными трудностями и опасностями, проявляя стойкость, решимость и преданность своей стране. Сария Кварцхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. Министр культуры Даур Кофе навестил приравненного к ветерану Великой Отечественной войны Тандела Жиба и поздравил его с 80-летием Победы. От имени руководства республики Даур Кофе вручил ветерану цветы, памятные подарки и конверт с деньгами. Мы выражаем глубокое уважение и признательность за ваш подвиг и трудовую доблесть. Своей силой духа, мужеством и волей к победе вы дали возможность будущим поколениям жить, подчеркнул Даур Кофе. Учащиеся средней школы номер 2 имени Пушкина поздравили ветерана Великой Отечественной войны Дорофееву Нонну Ивановну с 80-летием Великой Победы. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и все, что за ним стоит, отметили школьники. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня девичья, ты лети за ясный солнцем свет. Памятники бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селах Кутол, Кындых и Тамыш Очимчирского района. Реставрация памятников была осуществлена в рамках проекта по восстановлению памятников Великой Отечественной войны. В проекте участвует 82 абхазских села. Более 77 миллионов рублей на работы выделено из Российского фонда президентских грантов. Из села Кутол в Великой Отечественной войне участвовало 265 бойца. 133 из них не вернулись в родные дома. Среди них кавалер орденов Ленина и Красного Знамени Ушенги Басария. Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Тамыш до реставрации был в удручающем состоянии. Его пришлось восстанавливать практически с нуля. Помимо памятника здесь также установили стенды с архивными фотографиями бойцов. В селе Баслах после реставрации торжественно открыли установленный здесь памятник неизвестному солдату. Памятник был построен в 1977 году скульптором Стасом Иванбо. Из этого села ушло на фронт 245 бойцов, 144 из них не вернулись. Жители и руководство села возложили к памятнику цветы. Затем школьники прочитали стихи и спели песни военных лет. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели в Высшей школе милиции имени Героя Абхазии Виталия Смыр. Также здесь была развернута выставка, посвященная памяти героев. Содействие в организации выставки оказали представительство Россотрудничества в Абхазии, Северокавказский университет, представители Российского исторического общества и АБИГИ. В мероприятии принял участие министр внутренних дел Роберт Киут. Репортаж Бунды Шоуа. В преддверии Дня Победы курсанты Высшей школы милиции имени Героя Абхазии Виталия Смыр подготовили масштабное патриотическое представление, призванное почтить память героев Великой Отечественной войны и напомнить о важности сохранения мира. Выступление состоялось в актовом зале учебного заведения, в котором собрались преподаватели, сотрудники органов внутренних дел и курсанты школы. Всех присутствующих с наступающей знаменательной датой поздравил министр внутренних дел Роберт Киут.
Такого рода знаковое событие никогда нельзя забывать, потому что борьба с фашизмом, которая велась, которая была завершена ценой многих миллионов людей, она должна всегда оставаться в наших, так скажем, сердцах. Мы всегда должны помнить о всех тех героях, которые совершили подвиги. Сегодня, как вот отмечаем и видим, этот фашизм обратно поднимает свою голову, и мы все вместе должны с ним бороться. Ключевым событием стала выставка, организованная при поддержке Россотрудничества в Республике Абхазия. Экспозиция представила уникальные плакаты, рассказывающие о подвигах советских солдат и офицеров, внесших неоценимый вклад в разгром фашистской Германии. Посетители смогли ознакомиться с фотографиями и историями героев-победителей, образцами оружия времен войны. Особое внимание было уделено героям Абхазии, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Глубокое впечатление на присутствующих произвела история фотографий без вести пропавшего морпеха Алексея Аршпа, сделанная фотокорреспондентом Семеном Коротковым, которую писатель Георгий Гульян назвал «скорбящая мать всего человечества». Рассказав о сыне героя и вручив матери драгоценную ее сердцу реликвию, фотограф нашел в себе силы зафиксировать столь драматический момент. Спустя 20 лет седая мама встретилась со своим сыночком, навеки оставшимся молодым. Вот так появился знаменитый снимок под названием «Мать». Фотография, на которую без слез смотреть невозможно. Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, это вклад в сохранение исторической памяти методом воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к подвигу советского народа. Подобные акции способствуют формированию у курсантов высоких моральных качеств, необходимых для успешной службы в органах внутренних дел. Выходцев с Абхазии принимало участие, очень много погибло. Каждый воин – это отдельная история, отдельная жизнь. Поэтому рассказать, уложиться в такие временные рамки, наверное, было бы очень сложно. Это работа больших ученых, это надо изучать и передавать новому поколению, молодому поколению, чтобы люди знали, чтобы молодежь знала, через что прошли наши старшие, через что сегодня сталкиваются наши братья на Украине, чтобы у нас, не дай бог, такое не повторилось и в Абхазии. Поэтому будем учить, будем передавать, рассказывать, чтобы помнили. Памятные мероприятия стали ярким свидетельством неразрывных связей между Абхазией и Россией, основанных на общей истории и совместной борьбе против фашизма. Абхазы участвовали во всех стратегических фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. На протяжении всей войны в защите каждого метра родной земли мы видим примеры такого единения. Народ Абхазии внес свою значительную лепту на пути к победе. В нашей стране чтят и помнят ветераны. 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы будут присутствовать 29 лидеров разных стран. Среди них президент Абхазии Бадра Гумба. В последние десятилетия мы сталкиваемся с попыткой переписать историю, обезличить роль СССР в разгроме фашизма. Помимо угрозы фундаментальных принципов миропорядка, есть здесь и моральная сторона. Глумление над памятью – это подлость. Представление ко Дню Победы стало ярким событием в жизни школы милиции и оставило неизгладимый след в сердцах всех, кто присутствовал в зале. Это был не просто концерт, а урок истории, урок мужества и патриотизма, который курсанты пронесут через всю свою жизнь. Кундашова, Камила Джопу, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Тимур Агарба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице Абхазии. Подробности в материале пресс-службы мэрии. Глава администрации Сухума Тимур Агарба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице Абхазии. Бодрые и крепкие духом, ветераны Великой Отечественной войны встречают в Сухуме 80-летний юбилей Победы. В августе Ноне Дорофеевой исполнится 101 год. Нона Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Крепкого здоровья вам желаю.
многие года, чтобы вы еще рядом с нами находились. Как вы себя чувствуете? Пока отлично. Ну, слава Богу. На фронт Нона Дорофеева уходила совсем юной девушкой. Ей было 18 лет. В 1945 году она участвовала в боях на подступах к столице Германии и была награждена медалью за взятие Берлина. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Ветеран Алексей Ласурья в мае 1945 года дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Поздравляю. Спасибо. Это от Российской Федерации, спасибо. Московской абхазской диаспоры и администрации города. Спасибо, спасибо. Здоровья вам, долгих лет жизни, еще 100 лет жизни. Спасибо большое за ваш вклад в эту победу. Мы очень ценим, помним. В феврале 2025 года Алексею Ласурья исполнилось 100 лет. С этим юбилеем его тогда поздравил президент России Владимир Путин. Ветерану также присвоили звание почетного гражданина Сочи, где он прописан. Этот двор с красивыми розами принадлежит ветерану Илье Христианову. Как с улыбкой заметила его дочь Мария, ветеран патологически активно для своего возраста. Ни дня не сидит без дела. Он с удовольствием занимается цветами и любит возделывать землю. Уже посеял рассаду, чтобы высадить в огороде, и землю прополол заблаговременно. А вообще он очень активный человек, справляется со средствами современной связи легко, ищет себе нужные ему ссылки. Все это дело его рук. 93-летний Илья Христианов за участие в венгерских событиях в 1956 году приравнен по статусу к ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравить с 80-летием Победы к ветерану пришла представительная делегация. Желаем вам крепкого здоровья. Хочу передать поздравительную речь от президента Республики Абхазия. Это вам. И здесь такой небольшой презент также от президента Республики Абхазия. Спасибо вам за победу, чтобы мы все это передали детям нашим, чтобы нам никогда не пришлось увидеть то, что вы видели от лица администрации города. Поздравляем вас еще раз и небольшой презент вам. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Благодарим вас за великую победу, за то, что вы у нас есть. Можно я вас обниму? Спасибо вам большое. Поздравляю вас, нас всех с этим праздником наступающим. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И спасибо вам большое за то, что вы сделали для нас, для нашей многонациональной страны. Илья Христианов проводил гостей до ворот, а при выходе со двора его встретили ученики 4 класса близлежащей 12-й школы, которые пришли поздравить почетного соседа с праздником Великой Победы. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. В строю пели его эти песни. Нет, теперь уже все, и голос нету, и ничего нету у меня, не осталось. Елена Водинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Схалтубе, куда привозили раненых бойцов. Благодарить за тот подвиг, который вы совершили. Хочу вас поздравить, будьте здоровы, мирного вам неба над головой. От лица администрации города Сухума, лично от Тимура Михайловича, мэра нашего, передаю вам подарок. Еще раз с праздником вас. Будьте здоровы. Спасибо за все. После совместной фотосессии ветеран спросила, а как бы ей получить фотографии на память? Для пожилого человека, не привязанного к современным гаджетам, ценны бумажные носители.
Помощник главы администрации Сухума Константин Тарба обещал и распечатать фотографии и принести в подарок. Обязательно принесем, я вам обещаю. В Сухуме проживают 7 ветеранов Великой Отечественной войны. Для каждого из них администрация столицы, представители московской абхазской диаспоры, Федерального агентства по делам национальности и Совета представительства Российского исторического общества в Республике Абхазия передали весенние букеты и денежные подарки. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Сводный концерт Министерства обороны России «Песни Победы. Поет весь мир» прошел сегодня в Абхазской государственной филармонии. Выступления солистов академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова и Центрального академического театра Российской армии, а также артистов Центрального дома Российской армии имени Фрунзе. Прекрасный подарок накануне Дня Победы. Это не просто концерт, это дань памяти тем, кто отстоял нашу свободу. Это ода мужеству и героизму, символ объединения людей через музыку, которая стирает границы и соединяет сердца, отметил министр культуры Даур Ковя. Концерт организован представительством Россотрудничества в Абхазии, Министерством обороны России при поддержке Министерства культуры нашей республики. Этот концерт – важное культурное событие, посвященное памяти наших общих героев, которые отдали свои жизни за свободу отчизны. Без преувеличения, это центральное творческое мероприятие при поддержке Русского дома по случаю этой знаменательной исторической даты. Пусть этот концерт станет символом нашей общей памяти, нашей общей гордости, нашего общего братства. Важной составляющей этого музыкального праздника является выставка «80 лет нашей общей победе», которая была специально подготовлена Русским домом для Абхазии совместно с СКФУ, АБЕГИ, при поддержке Фонда истории Отечества и Российского исторического общества. В заключение хотелось бы выразить особую благодарность Министерству обороны Российской Федерации, Министерству культуры и администрациям районов Республики Абхазия за возможность проведения серии концертов в республике. С наступающим праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Это не просто концерт. Это дань памяти тем, кто отстоял нашу свободу. Это ода мужества и героизма. Это символ объединения людей через музыку, которая стирает границы и соединяет сердца. Я хотел бы выразить глубокую признательность нашим ветеранам и всем тем, кто трудился в тылу. Ваш подвиг никогда не будет забыт. И сегодняшнее поколение всегда будут помнить, за что вы сражались. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие, а крепкое здоровье и счастье сопутствуют всем нам. Пусть такие мероприятия, как сегодняшнее, еще раз покажут всему миру, что за нами стоит великий народ, для которого память о Великой Победе – это бесценное наследие. Дорогие друзья, еще раз позвольте поздравить всех вас с Днем Великой Победы. Сегодня вечером у памятника неизвестному солдату в Сухуме прошло памятное мероприятие «Имена Победы», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции зажгли 23 свечи по числу жителей Абхазии, удостоенных звания Героя Советского Союза. Рядом с монументом были установлены мольберты с портретами этих воинов. В Гагре прошло практическое занятие по управлению дронами, которое стало итогом двухмесячного обучающего курса. В течение этого времени учащиеся школ Гагрского района изучали теоретические и технические аспекты управления беспилотными летательными аппаратами. Сария Кварцхеля расскажет детали. Дроны для школы – это не просто игрушки. Это мощные инструменты, которые могут сделать обучение более наглядным, практичным и интересным. Так, 2 месяца назад Пицунский резервный батальон проявил инициативу внедрить в школы симуляторы по управлению беспилотными летательными аппаратами на уроках НВП. Теперь у школьников Гагрского района есть возможность изучать эту современную и актуальную технологию.
После формирования прочной теоретической базы наступает время для практики. Ученица Гагарской средней школы номер 1 Анджелина Авидян надела специальные очки, которые дают уникальную возможность полного погружения в процесс, позволяя ей чувствовать себя пилотом, управляющим настоящим летательным аппаратом. Она выполняла простые маневры, такие как подъем, спуск и повороты на месте. Каждое движение приносило ей огромное удовольствие, и она восхищалась тем, как дрон мгновенно реагирует на ее команды. Для меня это было очень необычно, так как в классах таких занятий практически у нас не было. Мы занимались на пультах, нам подключали их к компьютеру. Это было необычно и очень ново. Я не сразу освоилась, научилась. Это со временем я практиковалась, у меня начало лучше получаться. Сейчас это очень может помочь во многих профессиях. Это для некоторых промышленных также. Я хочу проявить себя, показать лучшую свою сторону. Под чутким контролем опытного инструктора Демида Хагба дети управляют настоящими дронами. Инициатор внедрения дронов в учебный процесс разработал программу, которая делает обучение не только познавательным, но и безопасным. Я буду перехватывать у них управление своим оборудованием и также буду с ноутбука наблюдать то, что видят они через очки. Изначально, да, это просто была инициатива сделать это. Мы нашли какие-то симуляторы. Сначала они были платные, потом, немножко полазив, мы нашли бесплатные варианты. Соответственно, начали устанавливать их на компьютеры. Также аппаратура для управления беспилотниками приобреталась, ну, грубо говоря, с наших средств. Мы там что-то искали, у кого-то что-то просили. Также были неравнодушные граждане нашей страны, кто предоставили нам финансовую помощь, на которую мы приобрели и обеспечили пультами школы. Ранее для преподавателей допризывной подготовки и гражданской обороны школ Гагарского района в Цандрипше были проведены учебно-методические сборы по теме «Система подготовки кадров для беспилотных авиационных систем». Тогда необходимость введения уроков по беспилотным системам для учащихся отмечали и преподаватели НВП школ района. Сегодня они гордятся своими учениками. Аԥхьанатә арратә аҽазыҟаҵара асаатқәа ирҭагӡаны иажәеихәба асааҭ инареиҳаны апультқәа рҿы ихәыцит атеориа аганахьала, иахьа раԥхьаӡа акәны апрактика иахыгара абра ицлабрақәа ҳҽазкны ҳаҟоуп. Еиҳарак еилыскаар исҭаху абри иажәеихәба асааҭ ирҭагӡаны атеориа ҳанахәыцыз аҭыԥҳацәа даараӡа рхәаа рԥшшьа, разнеишьа арԥарцәа раасҭагьы азҿлымҳара ду аадырԥшот. Ари аус нас зегьы иаҳзеиԥшу усуп. Иахьа аҭынчра аганахьалагьы адронқәа ауаа рхы иадырхәот, агьысгьы арбџьар рымчқәагьы даараӡа иазҿлымҳауп аиҳабыра. 13 учащихся Гагарской и Пицунской первых средних школ с энтузиазмом продемонстрировали свои навыки управления дронами. Первый раз, когда наш учитель нам пара Рапстан Александрович привез нам дроны, мы были очень рады. И лично я был заинтересован этим делом. И хочу дальше учиться летать на этих дронах. Амир Ашуба, Анджелина Авидян, Адица Айба, а также Даниэль Велиоглы проявили себя с наилучшей стороны во время практических занятий по управлению дронами. Они продемонстрировали не только высокие технические навыки, но и уверенность, которая приходит с осознанием собственного потенциала. Их успехи стали вдохновляющим примером для остальных учащихся, подтверждая, что в каждом ребенке скрыт огромный потенциал, который может быть раскрыт в правильных условиях. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Первый частный кардиологический центр «Клиника сердца» открылся в Сухуми. Здесь предлагают широкий спектр диагностических исследований. В клинике работают 6 кардиологов, эндокринолог, невролог, терапевт, врачи ультразвуковой диагностики с большим опытом. О предлагаемых в центре услугах и их стоимости в материале Гугуцы Вардания. Получать качественную и профессиональную кардиологическую помощь в республике станет быстрее. В столице открылась клиника, в которой будут спасать сердца. Клиника
Клиника сердца – это первый частный медицинский центр в Абхазии, где будут оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В новом медучреждении доступен широкий спектр диагностических исследований, в том числе электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковые исследования, суточный мониторинг артериального давления. Кроме того, в кардиологическом центре есть единственный в стране 12-канальный холтер, портативный кардиорегистратор, который записывает работу сердца сразу по 12 отведениям и обеспечивает более информативную картину по сравнению с 3- или 5-канальными устройствами. В общем, в медучреждении высокотехнологичное оборудование. Кроме того, теперь благодаря клинике сердца впервые в Абхазии все виды обследования можно пройти не только в условиях медцентра, но и на дому. Это особенно актуально для тяжелых больных. Здесь созданы условия и для внедрения одного из новейших медицинских направлений – телемедицины. Особенно хочется отметить еще новое направление в здравоохранении Республики Абхазия – это телемедицина. Наш центр заключил договор с Российским медицинским исследовательским центром кардиологии имени Чазова. И впервые в Абхазии можно будет проводить консультации, онлайн-консультации врач-пациент с ведущими специалистами кардиоцентра. В клинике работают 6 кардиологов, невролог, эндокринолог, терапевт, врачи ультразвуковой диагностики, а также средний медицинский персонал. В клинике ведут прием врачи, которые много лет проработали в кардиологии, в единственном кардиологическом отделении Республики Абхазия, в единственном ПИТе, то есть палате интенсивной терапии республики, врачи с многолетним опытом работы. Открытие такого рода медицинского учреждения является очень важным, ведь это способствует развитию амбулаторного звена, помощь которого у нас не совсем хорошо налажена. В ультразвуке я с 2014 года занимаюсь проблемами органов брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной железы, молочных желез. Такой центр важно открыть, потому что здесь специалисты в контакте все друг с другом, могут взаимодействовать, пациентов обследовать вместе, лечить вместе. Пациенты часто не только сердечные, они с сочетанными проблемами, с другими органами и по брюшной полости, и по щитовидной железе. Поэтому важно, чтобы все специалисты находились в одном центре. Все условия созданы для удобства и комфорта граждан нашей республики. И мы очень рады, что открылся такой центр. Я думаю, не только медперсонал, и сами жители нашей республики будут очень рады и будут посещать нас. Клиника сердца – это высококвалифицированные специалисты, команда, в которой собрались врачи с многолетним стажем работы. В основном это заслуженные кардиологи страны высшей или первой категории. Многие из них стояли у истоков кардиологической помощи в республике в послевоенные годы. Идея объединиться и работать в одном медицинском учреждении вместе с коллегами возникла у врача-кардиолога Аиды Зухба, а затем стала и мечтой ее единомышленников, которая сегодня осуществилась. Каждый из них это не громкие слова. Каждый из них ежедневно борется за жизнь пациентов, и на счету каждого множество спасенных сердец. И нам бы хотелось, чтобы в условиях этой клиники все такие специалисты работали вместе в унисон. На открытии клиники собрались друзья и близкие. Мероприятие посетил мэр города Сухума Тимур Агырба. Мы все знаем, что люди, которые страдают кардиологическими заболеваниями, вынуждены в том числе выезжать и в Российскую Федерацию за квалифицированной помощью, за обследованием в связи с отсутствием оборудования современного в наших условиях. И поэтому, как мы видим, такой медицинский центр кардиологический, с новым современным оборудованием, я думаю, что облегчит жизнь нашим людям.
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных причин смертности во всем мире. И Абхазия не исключение. Наличие специализированной клиники позволит быстро и эффективно диагностировать и лечить заболевания кардиологического характера. Время эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Так сейчас часто говорят. И я не хочу пугать вас неприятными цифрами, но, к сожалению, эта тенденция роста сердечно-сосудистых заболеваний, она будет только увеличиваться. Поэтому чем больше будет открываться в Абхазии таких медицинских учреждений, центров, где можно будет качественно и своевременно получать лечение и, главное, диагностику прежде всего, тем больше будет возможности у населения Абхазии рассчитывать на положительный результат этого самого лечения. По словам директора медицинского учреждения, прайс не отличается от средних цен по Абхазии с учетом использования новейшего оборудования, привлечения к работе ведущих специалистов страны и возможности консультироваться с докторами центра имени Чазова без выезда в Россию. Пациенты получат сбалансированное соотношение стоимости услуг с их качеством. К примеру, сделать УЗИ сердца пациенту обойдется в 2500. Клиника сердца работает с 8 утра до 8 вечера с понедельника по пятницу и в субботу с 9:00 до 16:00. В воскресенье – выходной день. Кардиологический центр расположен в самом сердце столицы на проспекте Аяйра, 21. Гугут Савардания, Камила Джопова, Абхазское телевидение. Музыкальный спектакль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Абхазской государственной филармонии. В программе прозвучали песни и стихи военных лет в исполнении солистов филармонии Наны Черкезия, Елены Анкваб, Альдоны Скуа. Аккомпанировал артистам инструментальный ансамбль «Променад» под руководством концертмейстера Астанды Джигерба. Актеры Государственного театра Гудиса Тодуа и Алина Пшеничная подготовили программу, наполненную глубоким драматизмом и эмоциональной выразительностью. Мы давно хотели организовать такой концерт, но чтобы он был именно театрализованный. И мы, в общем-то, нам это не удавалось ввиду разных причин. И в этом году мы как-то вот стойко сказали, 80 лет все-таки юбилейная дата, и мы должны это сделать. Потому что для нас это очень важная на самом деле дата и праздник очень-очень теплый и как бы душевный, потому что эта война, она, в принципе, всех, почти в каждую семью затронула, и мой дедушка тоже воевал, и один, и второй, поэтому, важно, это действительно важно. И мы с большим трепетом относились и к репертуару, и к тому, кто будет у нас участвовать в концерте. И хочу сказать, что спасибо нашей филармонии, нашему руководству, что они тоже помогли нам в каких-то моментах собрать этот концерт. Администрация города Сухум приобрела 110 новых передвижных мусорных контейнеров в рамках подготовки к туристическому сезону. Планируется покупка мусороуборочной техники и еще большего числа контейнеров, сообщил помощник главы города Константин Тарба. В рамках распоряжения главы города Агарба Тимура Михайловича к подготовке к летнему курортному сезону было приобретено 110 новых евроконтейнеров. Это не окончательная цифра, еще будут приобретены ряд контейнеров. Также будет приобретено несколько единиц мусороуборочной техники. Все это делается в рамках подготовки к курортному сезону. И дальше тоже это нам очень пригодится в городе для чистоты, уборки, вывоза мусора. Спецавтохозяйство обратилось к главе города с просьбой приобретения именно евроконтейнеров, так как их по городу не хватает. Было тоже ранее приобретено, но они быстро приходят в негодность, портятся, ломаются. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 9 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов, температура морской воды 15 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.